Уполномоченная по правам человека в Якутии Сардана Гурьева прибыла в поселок Максагалок, чтобы отстоять права матери-одиночки, проживающей с 3 несовершеннолетними детьми в аварийном доме. К чему привело вмешательство омбудсмена, расскажет Виолетта Засимова. Вот здесь. А как дети у вас тут проходят? Достаточно сложно. Уже с порога Сардана Гурьева убедилась в том, что дом по улице Молодежная, 15 безнадежно проседает. И это не единственная его проблема. В квартире, где живут Ольга Захарова и ее дети, расходятся стены и трескается потолок. Зимой на стенах образуется наморозь, а летом грибок. Повреждены проводка и электросчетчик. Самое страшное, вот что мы сейчас одни в этом доме. Я унесла документы к маме, потому что я боюсь, что где-нибудь замкнет проводка в соседних квартирах. Детям объяснила, как выбивать в случае чего стекла, потому что если не дай окна, то что не дай бог, если загорится счетчик, в дверь мы выйти не сможем. 3 года назад вышло заключение о том, что дом признан аварийным и подлежит расселению, но только когда заработает второй этап программы переселения. До тех пор Ольга Захарова попросила у администрации поселка временное жилье, так как еще одна зима в стенах их дома могла стать роковой. На что ей предложили комнатушку площадью 18 квадратных метров в социальном общежитии, условия в которой были немногим лучше. Тогда отчаявшаяся женщина обратилась к уполномоченному по правам человека в республике Сардане Гурьевой. Та взяла ситуацию под личный контроль и добилась того, чтобы семье предоставили достойное временное жилье. Мы решили сделать помещение старой аптеки маневренным жилым фондом. Здесь уже вселили семью педиатров, они здесь проживают. Смета уже на сегодняшний день составлена. Здесь будет космический ремонт потолка, стен, установка двери. Ну и в ближайшие, я думаю, 2 недели, 2,5 недели мы это сможем сделать, и Ольга Владимировна уже въедет. Ольга Захарова с детьми займут 2 комнаты общей площадью около 70 квадратных метров. В здании общий коридор, кухня, санузел, душевая. Вполне для временного проживания это даже очень хорошо. Я благодарна всем, кто принял участие. Мы эту ситуацию будем контролировать до конца. Надеемся, что пока предварительно Ольга Владимировна согласна, уже когда будут проведены ремонты, будут созданы нормальные условия для жизни ее семьи. Наконец, героиня нашего сюжета и ее дети смогут спокойно засыпать, не боясь, что на них обрушится потолок или загорится электросчетчик. В своем безопасном, теплом, хоть и временном жилье Ольга Захарова и ее дети встретят долгожданный не только для них, но и для миллионов россиян 2019 год, вместе с которым начнется новый этап госпрограммы переселения из ветхого и аварийного жилья. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус.